Новое место досуга для совсем еще юных жителей Газиюрта построили в рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Детям площадка пришлась по душе. С удовольствием проводят время под апрельским солнцем. Когда тепло, я играю с друзьями, там, подружками играю. Там очень интересно. И много детей бывает каждый день. Мы когда ходили там было очень много детей, и мы играли там очень красиво. Обеспечение и развитие инфраструктуры сельских территорий в числе основных приоритетов программы, в основу которой заложен проектный принцип ее реализации, что позволяет повысить экономический и социальный потенциал того или иного населенного пункта. Так, в сельском поселении Газиюрт провели новое освещение с заменой старых линий электропередач и установили ливневые канализации. Дальнейшая программа участвует даже до вашего доллара Баркл Лоурсон Мельсехоз России программа халары участвует дарат хонду гетте диккеде наха парга тохулу тротуар халар шанцанна бирж хал айдох тротуар тол освещение ежми сага сара арвел чехоз лампа жок сир дедиан что мотик жок беркет датва. Жители обрадованы еще и тем, что по улицам Школьная и Угурчиева, где располагаются социальные объекты, в том числе и школа, проложили тротуар длиной в более 1 километр. Школа Цуарае, уза новостройки, Хамалдуарду, Береш, Чагул Кантоне тротуар была. У тротуар да халохуш Береш, аншан бад мудериш халош. Чади шан барклал, ербила ча барклал лосун. Ча необходимо дарьер. Так Хамалду беру у нег далилер. Программа «Комплексное развитие сельских территорий» успешно реализуется в сельском поселении Барсуки. Здесь также провели освещение 3 километра. Установили новые опорные столбы для линий электропередачи. Благоустроили 2 родника, построили детские площадки. В сельском поселении Барсуки основная проблема была с освещенностью дорог. Вот эта дорога у нас сейчас непосредственно одна из самых интенсивных по движению транспортных средств. То есть имеет выезд на федеральную трассу Кавказ. И в ночное время, когда транспорт очень сильно двигается по этой дороге, бывали случаи аварийные по проблемам с домашними животными, люди. Дети, которые здесь вот непосредственно, вы видите, находится спортивная площадка. Тут находится рядом сзади у нас мечеть центральная. Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» своего рода способ поддержать гражданские инициативы. На сходе жителей они сами между собой согласовывают, на какие объекты стоит уделить внимание в первую очередь. Ведь помимо средств, вкладываемых Минсельхозом России, жители вносят и свою часть, а если точнее 30%. В связи с этим у нас в этом году небольшие объемы. Основной акцент был на Сунжинский район. Мы пытаемся поддержать именно дороги, по освещению дорог, где интенсивное движение, где максимально такое небезопасное движение пешеходов существует. Вот такие дороги. Это у нас сейчас Троицкая, работы ведутся в сельском поселении Троицкое по освещению, и в Галашке, непосредственно по центральной дороге. Но мы планируем участвовать дальше, еще больше получать, активизировать население. Будем рады, если активность населения увеличится. Так, общими усилиями в рамках программы за 2021 год в регионе создали 32 объекта на сумму 30 миллионов рублей. Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Новости 24.